Устрашающие маски, металлические кулоны и черные флаги. Судя по предметам, квартира подозреваемых 19-летнего Романа Халилова и 22-летнего Руслана Архипова как логово нацистов. Молодых людей оперативники задержали накануне. Оказалось, их имена уже есть в базе МВД. Оба фигуранта уголовного дела уже привлекались к уголовной ответственности. Один из них в 2013 году был осужден за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Второй также в 2013 году был признан виновным в возбуждении ненависти либо вражды за размещение на своей странице в популярной соцсети экстремистских материалов. Студента КФУ из Республики Чад убили 16 февраля. Тело 24-летнего молодого человека обнаружили прохожие. На нем множество колото-резаных ран и черепно-мозговая травма. По данным Следственного управления, злоумышленники заранее продумали нападение. Они поджидали парня, вооружившись ножом и молотком. Свою вину задержанные полностью признали. В настоящее время следователям назначена судебно-медицинская, судебно-генетическая, судебно-криминалистическая экспертиза. Кроме того, в рамках расследования данного уголовного дела будет проверяться причастность к совершению аналогичных преступлений. Такие преступления в Татарстане редкость. 5 лет назад в Лидском садике избили студента из Мали, а прошлой осенью были разгромлены порядка 100 могил на татарском кладбище. Сейчас следователи выясняют, не звенья ли это одной цепи. Сейчас Следственный комитет устанавливает все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается и находится на особом контроле у президента Татарстана. Что стало причиной столь жестокой расправы, еще предстоит выяснить. Аделя Коломейц, Амир Залюшев, Андерсон Тальцев, ТНВ, Казань.